Уважаемые коллеги, критики, все собрались, можно начинать. Коллектив Башкирского театра. Журнал профессор вести, директор Володинского фестиваля. Ну как теперь вас надо писать? Да. А я все как-то по сокращенной схеме. Да, ну просто, чтобы мы первый раз уже встречаемся. Вот. Хотя Айрат приходит в редакцию каждый раз, как бывает в Питере. Мы прошли с ним в жюри «Золотой маски» непростой путь. И как-то с тех пор дружим. Это я так подлизываю. Ну, ясно. Пошли мы? Пошли. Пошли Сейчас вы будете на своем языке, а я буду вот так Так и будем. входить в проблематику спектакля. Спектакль için рахмет. Шалатта рахматан А трудом, я как, парадом. а как я буду знать, что вы говорите? А вот сейчас. Кай вакыт килде күз яшы чыкты, кай вакыт елмайдым, рәхәтләнеп, кай вакыт килдем, рәхәтләнеп, бийдем, утырып. Миңа авыр, минем аяк авыр табы. Бүген кичәгеләр диген ишетеп, дөрес басмадым. Нәрсәләр булды анда, дөрес сижәйме нәрсә шуны. Вот. Бөтенесе әйбәт. Ну менә Римма бер генә менә минем бердән бер бар шундый минус дип әйтимме, нәрсәм дип әйтимме, тискәре менә ягы ул спектакльнең драматургия юклыгы. Монда таркала сюжет та түгел. Менә бөтен сюжет юк монда әлбәттә, но таркала хәрәкәт. Кай вакыт мин уйладым баштан менә бу финал дип. Баштан чыгар. Я ждала, что вы свои диалоги быть, нет? Ладно, хорошо. Значит, отсутствие драматургии, недостаток вот этого спектакля такой единственный, самый сильный. Потому что когда выходит сначала, всех потащили на сцену, все танцуют, ну вот, наверное, финал. Нет. Потом выходит еще песня грустная. Думаешь, ага, вот финал. Нет. Выходит еще две актрисы, садятся и еще, значит, какой-то финал. И потом еще один финал. Вот, в принципе, как бы, ну, ты же тему понимаешь, и, в общем-то, эмоциональное наполнение есть. Но я считаю, что такие вещи, они вербательные вещи, вещи такой исследовательский, свидетельский театр, он как раз-таки очень требует именно работы драматурга. Очень четкой работы драматурга, потому что, не скажу, что такой, но похожий в стилистике, у нас там есть спектакль здесь, Пушалулов, например, тоже и были какие-то проблемы именно драматургические. Почему-то кажется, что раз вербатель, раз это как честно, раз актеры снимают, четко делают, вы прекрасно все работаете, как бы это не требует уже дополнительных объяснений, но все равно требует. Все равно требует вычленения каких-то главных тем. Потому что первая тема, вот вы выходите, да, ну там, задается такая дилемма. Ну, зачем нам вот в современной жизни башкирский язык? Нужен он вообще, не нужен? Есть тема. Первые 15 минут, дальше вопросов уже не возникает. Ну, конечно, нужен. Какие могут быть вопросы? Дальше какая-то другая тема должна быть. Ага, такое немножко отношение. Раз на башкирском говорим, значит, это деревенщина, раз на башкирском это малограмотные люди. Ну, то есть, такое стереотип, такое клише, с которым вы тоже боретесь. Еще 10 минут прошло, вы этот стереотип победили. Что остается? И вот остается чистый драйв. Песни, остается чистый драйв танцы, остается чистый драйв вот ваша замечательная прекрасная игра. И я прям даже кое-кого я даже узнавал, как мне кажется, каких-то более-менее известных персонажей. Кого-то, может быть, нет. Но это очень как бы типические истории. И даже там не важно донор, кто был, кого я узнал, кого не узнал. Но работает чистый драйв музыкальный. Это уже перестает быть спектаклем, начинается, он держится на структуре музыкальной. И это, ну, как бы минус. Потому что все-таки очень много, это очень часто, вы знаете, так бывает, сейчас такая тоже мода есть, не мода, ну, такой, вот театр посвящает там спектакль жителям своего города, там, горожанам, да, там, то есть берутся тоже интервью, тоже вот. И в какой-то момент ты понимаешь, тоже вот людей все устраивает. С точки зрения, все понимают, наверное, да, в Уфе, да, но когда вот, особенно такие вещи на фестивалях проявляются, когда все равно есть нюансы, есть непонимание какое-то, есть вещи, которые требуют объяснения, да, если ты показываешь в этом в более широком контексте. Для всего этого нужна какая-то очень четкая прописанная драматургия. Я понимаю, что структура меняться не будет, но все равно должны быть какие-то, ну, то есть, вот просто даже мне кажется, что какие-то вещи можно было поменять местами, чтобы больше было контрапунктов, чтобы больше было контрастов.
чтобы больше было конфликтных вот, вещей, по-настоящему конфликтов. Потому что у вас нет вопросов, ведь вот в чем проблема. Опять-таки не сравниваю, вот у нас идет даже, наверное, сейчас идет, говорят, часть разъехалась, или, по-моему, сейчас идет, «Чем татар» у нас такой спектакль, «50 ремонт». И там просто вот тема задается, там нет, ну тоже такие вербатимы, там первый выходит девушка в национальном костюме, и говорит, вот я татарка, вот у меня это, но я почти не знаю язык, я не очень понимаю, зачем мне это носить. У нее лично с собой такой какой-то, ну, достаточно честный конфликт, потому что, ну, правда, это как бы тяжело, это огромный, она вся, еще у нее мейкап, такой, как делали татарки в 19 веке, там по Карлу Фуксу, да, там белила, все вот это, ну все тяжело, жарко. И она так по ней пот течет, она говорит, зачем я в этом хожу? Что мне это сейчас дает? Если я сейчас сниму, или там тоже там есть такая девушка ну, с музыкальным образованием, она на укулеле, значит, она говорит, вот меня все время будут упрекать, где наш там татарский мон? Вот я сейчас играю, и она начинает играть на тальянке, ну, тальян, Тальян Гарман, да, начинает играть из «Титаника». Та-та-та-та-та. Вот, говорит, татарский, как бы, ну, инструмент. Это, вот я сейчас что произошло? Я перестал быть татаркой? Или я сделал это, Селин Дион сделал это? А вот еще, и начинает петь татарскую песню под укулеле. Это, говорит, под укулеле вообще на Гавайях изобрели такую маленькую гитару, никакого отношения к татарской культуре не имеет. Но давайте попробуем поиграть. И начинает, значит, там, Галия Бану играть на укулеле. А сейчас, говорит, что произошло? Ну, то есть, вот эти вопросы, они как-то возникают. У вас, понимаете, у вас в чем проблема? Все прекрасно, работаете, вы прекрасно. Нет по-настоящему содержательных вопросов к своим персонажам и к теме. Вы и так все знаете. Вы знаете, что как бы, вы деятели башкирской культуры, великие актеры. Вы и так знаете, что язык нужен. Вы и так знаете, у вас нет противоречия внутреннего. И без этого начинают немножко... А для того, чтобы были, понятно же, это же не к тому, чтобы, например, Урал взял и сказал, зачем мне башкирские... Ну, так не бывает, так не может быть. Но для этого нужна какая-то драматургия. Для этого нужны какие-то драматургические ходы. Чтобы я немножко верил не просто в то, что актеры скопировали своих интервью этих доноров, да, а в то, что еще какая-то есть внутренняя проблематика. Потому что при всей прекрасной милоте, при всем том, что во мне это все отзывается, при всем том, что мне это все очень интересно, близко, у меня нет противоречий. Я как бы на стороне башкирского языка, я на стороне башкирской культуры. Мне не с чем спорить в вашем спектакле. А он идет и идет. И вот прекрасные песни, прекрасные актрисы, прекрасные актеры. Но вот отсутствие вот этой драматургии, оно все равно бьет по спектаклю. И здесь нужен кто-то, кто вот собрал бы и сделал бы, ничего по сути не меняя, но какими-то просто перестановками, может быть, эпизодов. Но это надо более внимательно смотреть. Чтобы в этом все равно, в какой-то момент я чувствовал, но вам не должна проснуться мысль, действительно, нужен башкирский язык или не нужен. Он глобализация, вот выходит ваш персонаж. Ну все же, как бы, вот глобализация. Нужен он, не нужен. Но вы не даете мне никакой возможности с этим поспорить, потому что вы сразу играете этот результат. Конечно, нужен. Ну вот этот момент, мне кажется, он сугубо связан только не с исполнительством даже, не с режиссурой. Вот именно то, чего не видит театр, когда работает в репетиционном процессе, когда в прокатном процессе, он этого не видит. Это должны быть какие-то драматургические ходы для того, чтобы в какой-то момент я вот эту мне не близкую точку зрения не то чтобы принял, но по крайней мере не отмел бы так. Что за разговор? Как там татарский язык, башкирский язык? Что за хрень вообще? Как вообще можно сегодня ставить этот вопрос? Нужен или нет? Это как бы основа выживания нации. Хотим мы сохраниться как нации, хотим мы сохраниться как... Конечно, какие могут быть вопросы? Но хочется, чтобы были вопросы, понимаете? Чтобы это еще жестче, чтобы это еще как-то где-то меня перепахало. Потому что я просто вот сидел сегодня, получал удовольствие. Под лопотником хлопал, шлепал, пытался. Если бы я не в середине сидел, я бы, может, даже вышел, потанцевал бы. Ну, просто с середины идти с моей корпулентностью, по ногам там Айдара какого-нибудь Забаров, ну не хочется ли, по Марине Юрьевне, чтобы вот, да, он захватывает, но это захватывает драйв, захватывает ваша молодая классная энергетика. И в общем-то тема. Но, конечно, вот хочется, если вот это будет как-то продолжаться, мне сегодня сказали,
Что-то как вторая часть, да, есть еще первая часть, очевидно. Ну, то есть... А это когда премьера была, кстати? В марте. Этого года, да? Окей. Спасибо. Мне это важно. Если в дальнейшем какая-то третья часть или что-то, попробуйте поработать именно с драматургом, обострить вот эти конфликты, чтобы то, к чему зритель, в принципе, изначально подготовлен, чтобы он прожил с вами какую-то жизнь, какую-то судьбу, чтобы вот это решение о том, что без родного языка, без родной культуры, без родного милля хамина, вот это шуша сыйфатлар безге хас, сезге да хас булган сыйфатлар, аларсыз біз бітәбіз, біз юкка чыгабыз. Менә шушы фикер белән, аның бит спорлашып, аның белән бәхәскә кирип булмый. Вот амда кирәк. Просто закон драматургической сцены так представляет. Но в целом я получил большое удовольствие, потому что уже один ваш только драйв, он стоит очень многого. Большое спасибо. Рахмат. Я так глубоко взрыхлил. Я получала от вашего спектакля тоже большое удовольствие. Размышлениями поделюсь. Вообще, сейчас уже ни в одном театре, мне кажется, необъятной страны и ее окраин нету репертуара без такого вербальства. Приезжаешь в Кемерово, смотришь «Я из Кемерово», приезжаешь в Лысьву, смотришь, там, не помню, как это называется, из Лысьвы. Да, я не уеду из Кирова, был когда-то первый опыт Бори Павловича и так далее. То есть это всегда визитная карточка города, республики, земли, там что угодно. Из всего этого ряда, довольно длинного уже, мне очень сильно запал в ум спектакль с Нурбеком, как он назывался? Много там спектаклей? Нет. Где они выясняли, это был Павлович делал. Диалог. Диалог, НГМ. Да, диалог. Да, где выясняли, что такое мом, что такое это легендарное понятие мом, и не выяснили. Вот. И то, что не выяснили, мне тоже очень понравилось, потому что есть в каждой нации то, чего нельзя выяснить. Ее природа, ее мирнефлюндия, да, ее загадка, ее невыразимость и так далее, и так далее. И с одной стороны, я понимаю, что ваш спектакль, вот это утверждение башкирской идентичности и необходимости языка и так далее, в данный исторический момент я как носитель русского языка вообще не могу испытывать ни по отношению ни к каким национальным вопросам ничего, кроме неловкости, стыда, вины, нет, не стыда, конечно, вины за то, за сё, а сейчас это просто и глобальной вины. И у меня никогда не было вообще национальной гордости великороссов. Я как-то по природе своей, видимо, космополит, тем более мои 5 национальностей смешаны. Может быть, они определили все. У меня даже прапрабабка была арабка, черная висенка. Вот. Как-то они там хорошо все уживаются. Ну, короче, и зато я еще воспитана интеллигентными родителями была в том, что как бы вообще космополитизм, интернационализм. Это, в принципе, одно и то же, только как бы с разным акцентом. Ну вот, знаете, у меня среди всех моих 5 национальностей, у меня 1/4, у меня бабушка была еврейка. Но она была такая ассимилированная, еще дореволюционная еврейка, что она говорила, что она почувствовала свою национальность только в 49 году, она была врач. Когда началось дело врачей. Вот когда вот все стало очень плохо, она это почувствовала. Вот сейчас, когда все стало очень плохо, я почувствовала себя русской. А до этого мой адрес был ни дома, ни улица, и вообще я как бы себя чувствовала всегда все люди братья. Ну вот, и сейчас, когда в мире вопросы, как бы сейчас вдруг получается, что сохранение русского языка становится действительно проблемой. Мало того, что он не сохраняется в носителях, а делается каким-то суржиком, так еще и в мире все сделано нашей страной так, чтобы русский язык закончился за ее пределами. Вот.
и в частности в Украине. И обо всем этом, конечно, думаешь, сидя на вашем спектакле, потому что, знаете, вот долго было, вы все такие красивые, вы все такие элегантные, красиво одетые, пластичные. Как-то все это искрится, и ну, первые 2/3 спектакля просто он катится как вот по маслу. Потом мне становится много одного и того же. Вот. И когда, ну, долго же получать удовольствие невозможно, поэтому начинаешь думать, сопоставлять, ставить себя на место другой нации, рефлексировать и так далее, и так далее, и так далее. То, что я говорила до, это в процессе спектакля я тоже про это думала, потому что, ну, как я любуюсь, какие все красивые, как точно все выверено, как вы изящны, как вы хорошо поете, как вы отлично двигаетесь. Я, правда, думала, что на 15 минут раньше все закончится. Вот этим братанием и заунывные песни, и финально, когда все проговорено, то, что называется ротом, это мне было too much. Вот уже все забили все колышки, просто, ну, лишнее, мне кажется, как-то уже скучнее это все. Драматургию сначала я видела, потому что началось все-таки с проблем языка, и вот когда выходили метисы, да, и вот как бы люди вроде тоже половинка на половинку, и что делать с языком, и как, и разные варианты. Я думаю, ну так, может быть, про язык все это и будет. Но на языке действительно долго не протянешь, а дальше темы сбиваются. То есть, на самом деле, Ильяс прав, здесь нет какой-то корневой проблемы, которая породила бы вашу собственную рефлексию. Вообще, вот, знаете, счастливы те народы, которые никогда не были победителями, думаю я, особенно в последнее время. Я думаю, что Россию вообще погубил комплекс победителей, в принципе. Не дай бог кому-то стать победителем и почувствовать вот. Потому что на этом заканчивается рефлексия. А рефлексия порождается чувством своего несовершенства и своей вины и так далее. Мне режиссер Анатолий Праудин буквально недавно посоветовал слушать католических украинских пасторов, католиков, которые вот в этот самый исторический момент обращаются к своей пастве. А вы-то какие были? Вы-то что сделали? Вы загляните в себя, за что вам что-то. Я не разделяю это чувство, как бы, да, за что, для чего, или для чего, да, для чего вам посланы такие испытания. Если бы наши священники обращались к нашему народу так, толку было бы больше, да, вот, и так далее. То есть я имею в виду, что всегда обращение к своим несовершенствам, оно и для театра, и для человека, и для нации полезнее и результативнее, чем такое ощущение себя красавцами, да, и так далее. Вообще жив тот народ, который над собой смеется, который не относится к себе серьезно. Тогда нация здорова, которая над своей по поводу своего менталитета сочиняет анекдоты. Вот, сама, да, вот, и здесь вы такие все красивые, прекрасные, что над собой посмеяться никакого материала нет. Все башкиры как один просто на конкурс красоты, радости, всего. Вот. Вы такие идеальные представители своего народа. Проблем никаких нет, кроме того, чтобы вот сохранять язык и понимать, вот, гордиться вот тем, что вы такие. В этом смысле драматическое, и получается такое немножко шоу.
Я понимаю, что зритель смотрит, радуется, хлопает, вот, не задумываясь о том, каков он. И нет ли какого-то изъяна в нем самом. А в каждом есть изъян, в любом красавце, да? И вот эта ирония по поводу себя самих, она дает в театре много и разнообразит краски, да? У вас краски примерно одни и те же, такие лирико-патетические, музыкальные, действительно, такие шоу. И я, правда, получала очень долгое удовольствие, кроме последних 15 минут, точно. Вот. И еще думаю, какая труппа отличная. Я просто ничего, кроме Зулихи, у вас не видела. Я видела только Зулиху на гастролях в Питере. И все. Я скажу более страшное. Объездив всю страну, я никогда не была в Уфе. Вот. Но вот как каких-то, да, переключений, может быть, мне не хватало. Хотя жанр здесь такой полуэстрадный. Вот, вы все в концертном, вы все в черном. Потому что вербатим иногда как бы есть такие, ну, косплеят своих доноров, да. И у нас был такой, первый вербатим, наверное, питерский, назывался «Один». Там прохожих на Невском ребята играли. Вот один в один, один в один. Вот, и вот, нет, вы представляете это все, вы так, ну, вы все действительно в концертном. Вот. Такой закон. Вообще диктовать какому-то хорошему спектаклю, тем более хорошему, законы какого-то другого спектакля, сказать, нет, знаете, сядьте-ка вы задумайтесь, заплачьте над своей красотой и начните рефлексировать до судорог. Это тоже смешно, согласитесь, было бы, да? Вот. В своем законе, кроме длительности, вы абсолютно замечательные. Абсолютно замечательные, ансамблевые, смешные иногда. Иногда смешные. Вот где посмешнее, там как-то сразу, ну, повеселее. Ну вот. Но, в принципе, если вы будете делать какую-то следующую часть, я вот, например, не знаю, что составляет башкирскую рефлексию. Про татарскую теперь знаю, посмотрев промову, вот это вот сочинение Павловича Бутулы. Вот. А про башкирскую было бы интересно, конечно. Правда, когда мы с Абушахмадовым несколько раз чай пили, и разговаривали про проблемы, про реальные проблемы, которые есть в Башкортостане. Вот. Я эту рефлексию как бы понимаю, что вообще-то все не так вот просто, и даже не собственно в проблемы языка все упирается. Вот. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Спасибо.